Минус 5 градусов по Цельсию, ветер северный 16 метров в секунду, а еще порывы до 24 и видимость не больше 100 метров. Даже в конце мая жителям Заполярья не приходится расслабляться. Метель буквально сбивает с ног. В связи со сложными погодными условиями администрации Воркуты принято решение об отмене занятий в школах города. Не учатся дети с 1 по 11 класс, а еще и учащиеся первых-вторых курсов средних профессиональных учебных заведений. Исключение составляют только девятиклассники, причем не все, а лишь 64 ученика. В этот день они вынуждены идти в школу, чтобы сдать экзамен по английскому языку. Ради этого в городе этим утром были открыты 2 пункта приема. Тем временем в 7:30 в городе прикрывают кольцевую автодорогу. Все для того, чтобы в снежном плену не оказались люди. Этой зимой приходить на выручку автомобилистам местным спасателям приходилось не раз. А потому в этот день специалисты ГУ-ЧС заранее поспешили блокировать движение. Где-то уже в 6 часов начали поступать звонки от перевозчиков наших о том, что уже видимость очень плохая, с вопросом, выпускать ли технику, выпускать ли автобусы на линию. Было принято решение о перекрытии кольца. Все автобусы муниципального транспорта не попали вообще в эту ситуацию. То есть, как обычно, когда они где-то в перекрытие кольца застает их в середине пути. То есть все были приостановлены маршруты. Информация была через СМИ доведена о том, что автобусы перестают ездить. Ну и в принципе, кроме Воркута-Углевского автобуса, который сошел в районе Комсомольской, никаких инцидентов не было. Его вытащили, все, пробка рассосалась. Особое внимание жителям поселков, а именно тем, кто в этот день отправляется на поезде в южном направлении. В основном это, конечно, дети, которые выезжают на море или в лагеря отдыха. Ради них власти города организовали специальные автоколонны сопровождения спецтехники для доставки людей на железнодорожный вокзал. А для тех, кого метель застала в дороге, были открыты пункты временного размещения. Всего их 11. Единственный проблемный участок – это Варгашор-Северный. Там подзамело. Муниципальные службы дорожные этот замет устранят, я думаю, где-нибудь до вечера. Уже с 5 часов усиления будет техники. И по Советскому проведут подсыпку. Видимость везде уже достаточная. Переметов по другим участкам не наблюдается. По Заполярному не очень хорошо, тоже подзамело, но там прямо сейчас уже техника выдвинулась и едет чистить. Принимают дополнительные меры для минимизации возможных последствий и энергетики. Приведены в готовность резервные источники питания, спецтехника и средства связи. С 9:25 действует режим повышенной готовности. А жителям напоминают о мерах предосторожности при нахождении вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Так запрещается приближаться к оборванным проводам ближе 8 метров и уж тем более проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения. Любовь Лапина, Ирина Шумихина, Кирилл Нифонтов, телеканал Юрган, Воркута.